Перед тем, как делать мне реформу, или решать вопрос, или закрывать какое-то медицинское учреждение, я прихожу к Садыр Нургулджиевичу. Касается медицинской помощи. И я тогда был руководителем клиники Ахунбаева, и он обратился ко мне, чтобы оперировал больных, то есть его знакомых, и я начал оперировать, и у нас таким образом взгляды на вещи, взгляды на мир общие. И второе, в 2007 году мы отмечали столетие Исаака Кононовича Ахунбаева. Я мечтал, чтобы где клиника Ахунбаева была бюст Ахунбаева. Естественно, денег нету, как он из Сыкульской. Я обратился к Садыр Нургулджиевичу: Садыр Нургулджиевич, помогите мне поставить бюст. И он согласился. И мы в 2008 году столетие поставили бюст в клинике Ахунбаева, и где Турагыр, где родился. То есть он финансировал? Да, финансировал. Ага. И в последующем пошло у нас дружба. У меня были многие друзья состоятельные, Садыр Нургулджиевич, он всегда помогал нам в медицинском деле, открывать, помочь, марафоны проводить. И мы подружились. Я 2-3 раза ходил к нему в тюрьму, потому что я медик, мне разрешается. Я ходил, смотрел здоровье у него, какие давал рекомендации. Я, говорит, устал, говорит, от того, что мои, говорит, дети, мои, говорит, родственники, мои друзья, говорит, всех, говорит, пытают. И я не могу помочь это. А для того, чтобы помочь, я хотел, говорит, умереть, говорит. А может быть, тогда, говорит, власть остановит, мучить моих детей. Я когда приезжал, его братья, старшие, младшие братья, до такой степени избивали, что не было видно, кто они такие. Сын, который Дастан, и вот это, их до такой степени пытали. И вид был такой. Я как хирург, знаете, как хирург я тоже переживал. Почему так делают, почему так, понимаете? Естественно, как отец, как родственник, он уже, наверное, думал как-то им помочь. Я вот хочу еще раз открыто сказать. Революцию сделал Садыр Нургулджиевич. Потому что 5-го мы когда сидели, обсуждали и людьми и так далее, у нас была связь, видеосвязь колонии, где он сидел. И каждый раз он давал нам поручения. Вставайте, идите туда, соберите людей, вот здесь, вот здесь, вот здесь. То есть он нас направлял. Потому что у нас, мы думали, что, как дальше делать, и так далее, и он направлял. А когда уже мы освободили ночью, он уже взял руководство на себя. В 2010 году, когда он мне предложил идти в Джогорка Кеңес, Атажуртом, он мне сказал: или ты, говорит, депутатом будешь, или, говорит, возглавишь, говорит, вот это здравоохранение, или, говорит, будешь министром здравоохранения. Я тебе, говорит, обещаю. А вы тогда поверили ему? Это я тогда, была? Честно говоря, не поверил. И не пошел я с ним. А когда в 2019 году мы уже готовились в партии Мекенчил к Джогорка Кеңес, он мне сказал: мы пройдем, говорит. Я говорю: как мы пройдем? Говорит: у нас денег нету. У нас, говорю, только, говорю, партия, говорит, никто не знает. Он говорит: мы пройдем, говорит. И когда уже Садыр Нургулджиевич пришел к власти, он мне не сказал, что ты будешь министром. Он просто 13-го через помощника, как сказал, пусть оденется, я был в операционной, пусть оденется хорошую классическую форму, пусть придет резиденцию. Когда я пришел в резиденцию, я там узнал, что... Вас уже назначили, да? Назначили. Я знал, какую ответственность у меня будет. Осознавали, да? Осознавал, и потому что здравоохранение у нас в таком состоянии. И Садыр Нургулджиевич тогда сказал: Садыр Нургулджиевич, хорошо, я стал министром.
Но я прошу вас, чтобы вы меня поддержали в моих реформах. Потому что для того, чтобы просто так работать, у меня такого нету. Я должен делать реформу, делать что-то непопулярные вещи, которые нужны для народа. Мне будет критиковать, мне будет митинговать, мне будет недоверие. Он сказал, я тебя поддержу. Говорит. Работай. Если ты, говорит, делаешь то, что делаешь, это правильно для народа, то и делай. Вот так и поддерживать меня. Перед тем, как делать мне реформу, или решать вопрос, или закрывать какое-то медицинское учреждение, я прихожу к Садыру Нургодиевичу. Я ему прихожу и доказываю, что вот через некоторое время я непопулярные вещи для народа буду принимать. Он меня спрашивает, как медик, как профессор, говорит, как академик, говорит, уверен ты в этом, что, говорит, она в настоящее время нужна? Я говорю, уверен, говорю.